Обустроенные въезды – визитная карточка любого города. Они формируют первое впечатление того места, которое вы планируете посетить. Однако, по какой бы дороге вы ни приближались к Владикавказу, картина, мягко говоря, удручает. Проржавевшая железная Фатима вызывает жалость. А надпись «Владикавказ» со стороны станицы Орхонска больше походит на рекламную вывеску. Вопрос о благоустройстве въезда в столицу Северной Осетии висит в воздухе с 2009 года. А ВОЗ, как вы видите, и ныне там. Этому 3D-макету так и не удалось стать настоящим реализованным проектом. Инсталляция должна была украсить въезд во Владикавказ со стороны станицы Орхонская. Проект подразумевал под собой целый прогулочный комплекс, а ночью надпись «Владикавказ» планировали подсвечивать. На этом выезде должна будет быть развязка с эстакадами. В принципе, машины, когда бы съезжали, они бы ехали на небольшой скорости. И тут, подъезжая к городу, открывалась бы перспектива такая, которая состояла бы из кусочков, осколков букв, которые на подъезде собирались бы в надпись «Владикавказ». Естественно, когда проезжает дальше машина, они разбиваются. Но была бы площадка, на которой эта надпись была бы видна. Там бы фотографировались, и просто обзорная такая. Конкурс на создание оригинальных въездных знаков мэрия объявила еще в далеком 2009 году. Победителей определили, премии раздали, обещали заключить и договор на установку архитектурного сооружения. Вот только никаких документов с авторами проекта так и не подписали, а договоренности остались лишь на словах. Были чиновники, которые хотели вложить в это свои личные деньги, а потом была смена власти. Все, естественно, заглохло. Эти буквы, которые будут располагаться на этой территории, они образуют из себя какие-то скамейки, где-то беседки, где-то просто возвышенности для велосипедных дорожек. И, в принципе, был бы такой неплохой парк. Без реализации осталась и идея Екатерины Арутюновой. Девушка также доказала жюри, что ее идея достойна воплощения. Молодой архитектор предложила установить на въезде со стороны Гизели сомкнутое кольцо из 32 пар танцующих симт. В чем еще плюс этой конструкции, что при движении будет ощущение, так как это круг, что это как раз-таки скульптурная композиция движется. То есть вот это ощущение танца будет создаваться. Если бы сейчас предложили реализовать этот проект, за него взялись, да? Да, конечно, даже просто ночью разбудите, я вскочу и побегу, потому что это интересно. И это, в принципе, очень здорово, если есть возможность поработать для блага города, для блага своей республики, сделать что-то интересное, сделать что-то приятное, сделать что-то, что людям будет запоминаться, и каждый день они будут въезжать и выезжать, и будут это видеть, и будут, возможно, хотя бы немного культурно просвещаться. Но все же главным символом въезда во Владикавказ считается Фатима. Памятник имеет вид металлической конструкции. На пьедестале стоит девушка в национальном костюме с поднятыми над головой руками, где держит солнце. В Осетии имя Фатима переводят как «дарующая свет». Опираясь на сказания о нартах, можно предположить, что композиция символизирует богиню, дарующую всем солнечный свет. Автор этого произведения – известный художник Борис Тотиев. Настоящая железная леди. Несмотря ни на какие погодные условия, знаменитая Фатима стойко держит солнце. Уже более 40 лет осетинская красавица встречает своих путников на третьем въезде во Владикавказ. Раньше Фатима улыбалась, но время внесло свои коррективы, металл износился, и улыбка с лица девушки исчезла. Капитальную реконструкцию железной Фатимы не проводили со дня ее установки, а это было аж в 70-х годах. Привести в порядок один из главных символов Владикавказа планировали еще в 2013 году. Ремонт растянулся на несколько лет. И сейчас уже новые власти обещают привести Фатиму в порядок. На реконструкцию планируют потратить около 2 миллионов рублей. В инвестиционную программу города Владикавказа на 2016 год были внесены эти работы. Эти работы предполагают провести работы по капитальному ремонту, то есть самого знака Фатима. Это покраска, также ремонтные работы, чтобы его несущую способность не потерял знак.
а также облагораживание территории вокруг этого знака. Денег на преображение всех въездов во Владикавказ у местных властей пока нет. Однако, если в будущем году средства найдутся, проекты победителей СИМТ и Лепестки будут в приоритете. А если очень повезет, они станут достойным украшением на въездах в столицу Северной Осетии. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.